Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие девы. Сегодня мы сделаем прогноз для вас с 22 по 28 августа. Немножко с опозданием, но мы все-таки этот прогноз сделаем. Итак, мы посмотрим события, какие могут происходить в этот промежуток времени для вас. Прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так и по знаку асцендента, либо по лунному знаку. И напоминаю о том, что это общий прогноз. Итак, события девы с 22 по 28 августа. Какими же они могут быть для вас? Есть ситуация как командировки, какой-то разлуки, но это вроде, ну, это временно. Командировка, разлука, уход, уход или переход куда-то. Для кого-то это переход на новую работу, для кого-то это кто-то идет на новую работу, для кого-то это командировка. Так, есть положительная. Смотрите, есть надежды на положительное развитие событий, на что-то, на улучшение, надежды на улучшение. Так, а что это у нас за надежды? Давайте мы посмотрим, и что это за командировка. Или что это за уход? Для кого-то это уход, для кого-то это командировка, для кого-то переход. Давайте посмотрим, что это у нас за разлука такая, с чем она связана. Дороги, да, командировка какая-то. Куда-то вполне возможно далеко придется поехать. Так, надежды на что? Надежды на что? Надежды на положительные какие-то изменения, на положительные перемены, на улучшение чего-то, на поездку за границу вполне возможно. Для кого-то это действительно командировки, и притом это не, это что-то дальнее, далеко. И медленное, положительное, для кого-то это будет медленное, положительное развитие событий. Для кого-то, может, это торговля, кто-то логистикой занимается, да. Ну, такое. Так, дальше смотрим. Есть у нас ситуация ожидания. Ожидание чего? Надежды и ожидания. Ожидание чего? Может, долго где-то будете стоять в дороге? Тоже это как вариант может быть. Если кто-то куда-то едет, то ожидание может быть какую-то задержку показывать в том, что вам придется где-то стоять долго. Может, на границе там, не знаю. Ожидания, да. Такие будут какие-то у вас переживания. Будет вас раздражать что-то, переживания по поводу того, что не получается так, как хотелось бы. Мы в ожидании чего-то лучшего, в ожидании изменения какого-то. Так. Но нужно быть немножко осторожней в дороге. Вот если кто едет в поездку, в дороге нужно быть осторожным. Здесь какая-то может даже присутствовать опасность, связанная с мужчиной. Либо мужчине нужно быть более осторожным. Кстати, здесь может проиграться ситуация задержки из-за болезни. Может, что-то прихватит, допустим, в дороге, да. То есть здесь о болезни тоже может говорить ситуация, связанная со здоровьем. Поэтому будет временное, как бы, временное ожидание. Так, и дальше смотрим.
Есть ситуация посещения казенного дома. Ситуация может быть связана еще с какими-то документами. Какое-то быстрое известие будет. Так, быстрая новость, быстрое известие. Так, и смотрим, что у нас еще совпадает и не совпадает. Так, посмотрим, как всегда. Вот есть у нас еще одно совпадение касаемо семейной жизни, либо деток, либо у кого-то проиграется как рождение ребенка, либо день рождения ребенка. Что-то касаемо семейной жизни. Так, еще смотрим. Так. Угу. Так, ну пока ничего больше я не замечаю. Еще раз посмотрим по горизонтали. Так, ну пока что все. Ну смотрите, то есть в начале недели у нас есть ситуация, когда есть какая-то разлука, либо командировка, кто-то куда-то уезжает или кто-то кого-то провожает. Есть надежды на что-то лучшее. Но пока что будете в ожидании. Есть какая-то остановка, приостановка. Есть посещение казенного дома в плане каких-то либо документов, какие-то будете оформлять, ну что-то такое. И есть какая-то новость касаемо семейной вашей жизни, либо деток, либо рождения детей. Для кого-то это будет известие очень быстрое, скорое, либо звонок мгновенный. Какая-то новость будет касаемо деток. Это к концу недели. Вот такой прогноз для вас. Всем спасибо за просмотры, лайки, комментарии. Всем пока-пока.